Вместо льда перед ними теперь футбольное поле. Это называется сухая тренировка, неотъемлемая часть подготовки настоящего хоккеиста. Она включает в себя бег, подтягивания, прыжки, отжимания, то есть легкоатлетические и силовые упражнения. Такие занятия помогают держать тело в тонусе, поэтому даже в летние каникулы отдыхать юным спортсменам некогда. Сложно, но вместе им весело, делятся мальчишки. Боялся выступать на льду. Естественно, потому что первые матчи, мурашки были, да, можно сказать. Я боялась, когда я в третий раз поехала, и я не боялся. Нравится, что там всех шайбы забирать, голы забивать все. Хоккей – это сравнительно молодой вид спорта в регионе, однако у наших ребят за плечами немало достижений. Например, в этом году хоккейная команда РЗ представляла Ингушетию на всероссийском турнире «Южный лед». Тогда они решительно обыгрывали команду за командой, но отступили в финале, заняв второе место. А в мае центральный нападающий асы Алаудин Бузуртанов прошел отбор в одну из лучших петербургских спортивных школ СК «Стрельна». В хоккее он всего 3 года, но мальчик намерен построить карьеру на этом поприще. Первый раз я сидел дома, и заходит отец и говорит: сын, ты будешь заниматься хоккеем. А я даже не знал, что это за вид спорта хоккей. И я первый раз вышел на лед, и все пошло. В первую очередь я хочу поблагодарить своего тренера Александра Игоревича, который нас готовил, который нас тренировал, который нас поверил, который говорил, что из нас получится толк. Благодаря ему я попал в такую элитную школу России, Санкт-Петербург, академическая. И также хочется огромное спасибо сказать Вахе Аушему, который привез меня на просмотр, и то, что я его там не подвел. Когда он получит свой первый большой гонорар, то мечтает открыть благотворительный фонд и подарить отцу машину. За то, что верит в него и помогает. К слову, на тренировке около 30 юных спортсменов. Это игроки команды РЗ и АСА. Сборы на базе отдыха в Мужичи они начали в первый день лета и закончат 10 июня. Близкие ледовых бойцов навещают их, поддерживают. Много талантливых ребят тут еще есть. Помимо единоборств у нас появляются такие виды спорта, как хоккей, футбол, баскетбол. И тоже надо развивать. В дальнейшем, говорит директор Республиканского хоккейного центра, планирует еще больше выпускников детско-юношеских команд отправить в лучшие спортивные школы северной столицы и Москвы, чтобы дать им возможность пойти по ледовой лестнице дальше. Мы разделили 2 команды. То есть одни дети у нас тренируются сейчас в Академии Фетисова, там проводятся сборы у них. И остальная группа у нас сегодня тренируется на этой базе, потому что мы решили чуть-чуть детям разнообразить, потому что они целый год, то есть они тренировались на льду, и нужно обстановку было сменить. Здесь, во-первых, такой активный отдых, дети и хорошо питаются, и свежий воздух, все условия для тренировок есть. Они обещают усиленно работать над собой, чтобы в новом сезоне, а он предположительно начнется в сентябре, добавить в свою копилку достижений еще несколько побед. Хава Газикова, Рамазан Зурабов, Новости 24.